Правительство страны обещает поэтапно возвратить граждан, оказавшихся за границей из-за COVID-19. Фото: Калаш Асяплус. Самолет авиакомпании Таджик Air рано утром 20 мая из Москвы в Душанбе доставил 213 депортированных таджикских граждан, а также тело граждан страны, 28, которые умерли в силу разных причин на территории России. Об этом Азия Плюс сообщили в Департаменте информации МИД Таджикистана. В МИД сообщили, что этим же рейсом в Душанбе была доставлена помощь от наших соотечественников, проживающих в России. Спецрейсом в Таджикистан также была доставлена партия медицинских препаратов и защитных средств, противовирусные лекарства, защитные маски, перчатки и очки, приобретенные нашими соотечественниками, проживающими в России, сообщили в МИД страны. В Департаменте информации также отметили, что правительство страны приняло решение о реализации плана постепенного и поэтапного возвращения граждан, оказавшихся за границей из-за пандемии коронавируса, COVID-19. В то же время, процесс репатриации граждан из-за рубежа будет зависеть от создания необходимых условий, в том числе наличия соответствующих мест для карантина или медицинского наблюдения в Таджикистане, сообщили в МИД. МОМ запросила $7 миллионов для помощи мигрантам Центральной Азии. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 уверяет, что несмотря на множество беспрецедентных трудностей, будут приняты все необходимые меры для сохранения здоровья и безопасности граждан в стране и за рубежом, а также для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Между тем, в Минздраве страны Азия Плюс не сообщили, куда будут размещены на карантин возвратившиеся граждане. Напомним, самолет Таджик Air вечером 19 мая вылетел в Москву чартерным рейсом и уже к сегодняшнему утру вернулся в Таджикистан. Россия ограничила въезд иностранцам и лицам без гражданства с 18 марта, а с 19 марта Таджикистан закрыл на прилет и вылет все аэропорты. В результате сотни граждан Таджикистана застряли в российских аэропортах, а также аэропортах Турции, Индии и других стран. В конце апреля несколько человек в Центре временного содержания иностранных граждан, СФСИК, в Екатеринбурге нанесли себе телесные повреждения и требовали немедленной депортации на родину. Речь шла, в частности, о таджикских мигрантах, которых на тот момент в Центре было 100 человек.